девизом «Через диалог культур, культуре диалог». Из 44 стран мира. Жюри фестиваля в этом году возглавит советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер Владимир Иванович Хотиненко. Также в состав жюри войдут известные кинокритики, кинорежиссеры из Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта, Турции, Индии. В этом году основной площадкой проведения конкурсной программы станет кинотеатр «Синема-5», который расположен в торговом центре «Республика». Сами торжественные мероприятия пройдут в Казанской ратуше и в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Также фестивальными площадками в этом году станут галерея современного искусства, Национальная библиотека Республики Татарстан, Национальный музей Республики Татарстан, детский центр «Икият» и, конечно же, Казанский государственный институт культуры. В этом году также будет продолжать свою работу и деловая площадка. Это Казанский региональный кинорынок, который в этом году собирает представителей киностудий и дистрибьюторских компаний из России, стран СНГ, Ирана, Турции, Египта, а также других стран. Сами мероприятия деловой площадки в рамках фестиваля мусульманского кино пройдут 8 и 9 сентября на площадке Казанского государственного института культуры. Также, как и всегда мы это делаем, будут показы внеконкурсной программы фестиваля. И, естественно, в этом году, так как этот год объявлен 1100-летием официального принятия ислама в Волжской Булгарии, обязательно будет показ по программе к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Также про другие программы, я думаю, нам расскажет Милюша Лябибовна. И, наверное, у меня все основное. Спасибо вам большое. Давайте мы поприветствуем Нину Александровну. Она у нас в режиме онлайн должна была подключиться. Здравствуйте, я на месте. Добрый день. Мы, к сожалению, пока не видим картинку. Вот, отлично. Добрый день, мы вас тоже приветствуем. Здравствуйте. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, про программу, темы, страны-участницы этого года и также о том, как идет прием заявок. Точнее, он, наверное, уже завершился. Конечно, прием заявок завершился, хотя мы еще неустанно работаем над совершенствованием нашей программы. И, как всегда, в программе кинофестиваля у нас 5 конкурсных программ. Это программа основного полнометражного игрового кино, конкурсная программа игровых короткометражных фильмов, конкурсная программа полнометражного документального кино и конкурсная программа короткометражного документального кино. Это международные программы. И, естественно, в соответствии с регламентом фестиваля мы проводим конкурсную программу национального кино Татарстана, поскольку татарстанский кинематограф, как свидетельствует об этом и отбор в основные конкурсные международные программы, набирает свою силу и свои обороты и становится полноправным участником не только национального конкурса, но и международных конкурсных программ. Я бы отметила некоторые фильмы из конкурсных программ, поскольку они являются мировыми премьерами. И это, как мне кажется, очень важное и большое достижение фестиваля. И я их могу озвучить. Это российская картина полюбившегося уже всем режиссера Александра Галибина, знаменитого нашего актера, «Приключения маленького Бахи», которая снималась на дагестанском материале. Мировой премьерой в основном полнометражном конкурсе также станет показ
копродукции Татарстана с Казахстаном. И эта картина называется «Тарлан» режиссера Юлии Захаровой. Надо сказать, что эта тенденция, связанная с усилением такого копродукционного взаимодействия Республики Татарстан, отражена и в национальном конкурсе. И здесь мы представим 2 картины, снятые татарстанскими режиссерами. Это картина документальная «Дядя Миша», которая снята в копродукции с Таджикистаном, и картина «Коридор», которая снята в копродукции с Вьетнамом. Так что мы видим, что татарстанский кинематограф набирает свою силу, приобретает новые тенденции и выходит в международную копродукцию. Это очень важная тенденция фестиваля. Конечно, мы должны подчеркнуть, что мы старались пригласить в конкурсные программы премьерные картины, которые хотя бы имели бы статус российских премьер. Но вот есть у нас одна международная картина в документальном конкурсе с международной премьерой. Это иранская картина «Никто тебя не ждет». И есть несколько таких важных, на наш взгляд, российских премьер. Это и картина «Педро» индийская, это и картина «Тихая слава» Иран, это и казахстанская картина «Мукагали», которая уже получила призы и внимание на кинофестивале в Таллине. Это и египетская картина, такая монументальная фреска полувековой египетской истории. Это произошло на улице Талаата Харба 2. Среди мировых премьер я бы отметила еще картину Иванова Лествица в документальном конкурсе, картина Николая Бема, снятая в копродукции с Россией и Францией. И вообще, если мы будем говорить о тех тенденциях, которые сейчас возникают на кинематографическом поле действия, это прежде всего усиление регионального кино. И здесь Татарстан задает, конечно, свой такой хороший тон, начиная взаимодействие с международными странами. И, соответственно, региональные картины из разных стран мы тоже постарались представить. И в первую очередь здесь я должна была бы отметить Узбекистан, который будет отмечен на фестивале несколькими работами, в частности, в конкурсной программе, в программе «Россия. Исламский мир» будет показана региональная узбекская картина, которая называется «Тенгиз», и которая переводится как «Море». Эта картина снята в Каракалпакстане. Как мы видим, эти тенденции, которые связываются с усилением движения и наращиванием силы регионального кинематографа, они в полной мере тоже отражаются в программе кинофестиваля. Естественно, у нас будет программа «Россия. Исламский мир», приз, который дает группа стратегического видения «Россия. Исламский мир». У нас будет традиционная программа «Тюркский мир», и мы приготовили несколько сюрпризов, в том числе для маленьких зрителей, и покажем программу анимационных фильмов, которую подготовил факультет анимации и мультимедиа ВГИК. Это один из ведущих факультетов сейчас на сегодняшний день во ВГИКе. Мы эту тенденцию тоже решили представить на кинофестивале. Спасибо вам большое, Миляша Лебедевна. Слово вам. И сразу же коллеги с ТНВ из новостей просят также продублировать на татарском языке об особенностях фестиваля в нынешнем году, об участниках из-за рубежа и кто из гостей хедлайнеров ожидается в этом году. Добрый день, хайырлы күн исәнмесез. Рада вас всех приветствовать. Куруме Бик Шатман. Я думаю, что нам Нину не надо пока отключать, потому что, возможно, у журналистов будут вопросы. У Нины Александровны может возможность возникнуть ответить на эти вопросы. В продолжение темы нынешнего Казанского фестиваля мусульманского кино хочу сказать, что Нина Александровна уже рассказала о том, что у нас широкая внеконкурсная программа, кроме конкурса. И здесь я бы хотела отметить несколько интересных подборок, которые мы предложим зрителю на разных площадках. В первую очередь
поскольку акцент фестиваля к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, мы на площадке галереи современного искусства предлагаем целую программу, посвященную именно этой теме. Здесь, конечно, мы покажем фильм «Мусульманин» режиссера Владимира Хотиненко, который является председателем жюри. Ну и есть еще несколько интересных картин, которые мы предложим зрителям как в галерее современного искусства, так и на площадке «Синема 5». Например, узбекская картина «Ибрат». Это история жизни и деятельности узбекского поэта, историка, лингвиста и путешественника. И в главной роли, главную роль сыграл Фархат Махмутов. Ну, вы его знаете по фильмам «Бригада», «Застава» и так далее. Фархат приедет к нам в гости и будет представлять эту картину в том числе, и будет на открытии фестиваля. Кроме того, мы покажем несколько интересных документальных фильмов. «Ялда. Ночь прощения». Иранский фильм. Это фильм, который занял первое место, гран-при взял на кинофестивале «Санденс». Также есть несколько картин наших татарстанских режиссеров. Например, «Беляр», естественно, о Беляре, Кулшариф. Есть фильм из Кыргызстана «Медресе». И 2 фильма из Турции мы показываем в этой программе. Кроме того, я бы хотела обратить внимание на этническую программу. Нина Александровна о ней не сказала, хотя она как раз-таки из заявок присланных подобрала очень интересную этническую программу. Она не только об этнических темах, связанных с Россией, но и с мировыми этническими тенденциями. Например, из России представлена картина «ОНАН». Это полнометражный документальный фильм. Индия представила фильм «Карри из курицы». Иран покажет фильм «Болид». Россия в копродукции с Бурятией, имеется в виду российские режиссеры и бурятские, в полнометражном игровом фильме «Би русский». Также здесь в этой программе есть таджикская картина, даже 2 их, и Кыргызстан представлен. Кроме того, я бы хотела остановиться на нашей программе «Казанские премьеры». Это каждый год такие премьерные, может быть, не готовые фильмы, а фрагменты или трейлеры уже готовые, официальные фильмов. Здесь мы покажем несколько готовых картин и несколько премьерных трейлерных. Например, готовая картина «Хазине галереис Бакый Урманче». Это, естественно, о нашем известном очень художнике Баки Урманче. Будет готовый фильм, картина «Ехали татары» Салавата Юзеева, «Пара строк» фильм Александра Шерманова, «Озеро Урема» фильм Фаниса Кадырова. Только сегодня подтвердили свое участие Радиф Кашапов и Ильяс Гафаров с фильмом «Тунган як Суоми». Это фильм о финских татарах. Ну и кроме того, мы предложим вам встречи с творческой группой фильма «Микулай». Презентуем фильм «823 километр», который только что снят и только что съемочный период завершился. И здесь же будет презентация сериалов ТНВ, новых сериалов, которые канал ТНВ предложит своим зрителям в будущем сезоне. Ну вот, это казанские премьеры. Ну, мы детей никогда не забываем. В этом году чрезвычайно интересная детская программа. Ну, кроме мультиков, которые нам дает ВГИК, здесь еще будет ретроспектива, посвященная 95-летию Вячеслава Котеночкина. Его мультфильмы, наверное, все помнят. Это «Котенок с улицы Ледюкова», «Попался, который кусался», «Лягушка-путешественница», «Ну, погоди», ну и так далее. Кроме того, мы в этом году покажем отреставрированные узбекские мультфильмы на русском языке, и их представит Эльджон Аббасов. Это представитель Узбек-кино. Да, дальше покажем детский фильм Фархата Махмутова, который я уже говорила, «Подарок феи». Ну и, естественно, наш татар-мультфильм тоже представит свои новые мультфильмы. Кроме того, в этом году мы знаем, что у нас есть 2 юбилея. 90-летие Андрея Тарковского. Здесь мы покажем ретроспективу из фильмов «Зеркало» и «Иваново детство». И 95-летие Владимира Мотыля. У него есть 3 картины, которые вы тоже все должны знать. «Звезда пленительного счастья», «Лес», «Женя, Женечка, Катюша». В период фестиваля у нас возникают каждый год дни особой кинематографии национальной. В этом году это будет День казахского кино, где мы покажем 3 картины, и День иранского кино.
Ну и, конечно, особые события фестиваля – это фильмы, которые мы считаем, что это действительно для нашего фестиваля события. Например, приедет со своей картины Валдис Пельш. Картину вы, наверное, этот документальный фильм видели на Первом канале «Татарстан. Дорогами открытий». Почему мы считаем, что это событие? Весь фильм был снят на территории Татарстана, и Валдис Пельш очень хорошо представил нашу республику на российских каналах. Кроме того, мы считаем, что фильм Камары Камаловой, это легенда узбекского кинематографа «Путь в никуда», станет таким событием. И есть копродукция, анимация «Якутия, Татарстан», фильм «Кандыкан», мультфильм, который сняли совместно две очень серьезные кинематографические республики. Ну и мы покажем здесь «Мой папа вождь». С этого фильма приезжает на открытие фестиваля Максим Лагашкин. И вот я перешла очень мягко к нашим гостям. Но еще подержу немножко интригу. Будет программа памяти Рената Ибрагимова. То есть у нас каждый год, уже вот третий год подряд, мы делаем кино плюс музыка. Здесь у нас память Рената Ибрагимова на площадке Национальной библиотеки. И к столетию российского джаза будет такая джазовая вечеринка «Кино плюс джаз» во внутреннем дворике Национального музея Республики Татарстан. Что касается гостей, я расскажу только о тех, кто подтвердил свое присутствие на нашем фестивале. Это ведущая российская актриса театра и кино. Будет у нас вести церемонию открытия Олеся Судзиловская. Подтвердила свой приезд вместе со своим сыном Натальей Варлей. Будет творческая встреча. Тимур Гарафудинов, родом он из Татарстана, актер, композитор, кинорежиссер, сценарист. Будет показан фильм «Внук» с его участием, и будет творческая встреча. Как я сказала, Максим Лагашкин в особом событии. Он представит картину «Мой папа вождь», но вы его знаете по многим другим фильмам. Далее, закрытие фестиваля уже подтвердил свое участие как ведущий Иван Колесников, российский актер театра и кино, и подтвердил свое присутствие только сегодня утром, как раз к нашей пресс-конференции, Александр Панкратов-Черный. Он будет участвовать в вечере памяти Рената Ибрагимова, и я думаю, что он будет очень даже хорошим событием для нашего фестиваля. Ну, я сказала Валдис Пельш. Два слова буквально скажу о том, что у нас в этом году необычайный интерес к международному питчингу. На сегодняшний день у нас сегодня завершился прием заявок. 50 заявок из разных стран. Здесь представлены Россия, Египет, Узбекистан, Индия, Турция, Франция, Ливан, Германия, Белоруссия, Иран, Казахстан, российские регионы Дагестан, Бурятия, Башкортостан, Якутия. Мы думаем, что сейчас отборочная комиссия питчинга сделает свой выбор в шорт-лист. 10 фильмов войдут из 50, но само количество заявок, я думаю, подтверждает, что 3 года назад был взят правильный курс на питчинг, который основной своей темой считает, что Татарстан должен снимать фильмы с другими странами в копродукции. То, о чем, собственно, Нина Александровна сказала, как тенденцию мировую даже, не только российскую. У меня все. Спасибо. Татарша. Да, Татарша. Неше минут керек Татарша? Фестивальның үзенчәлекләре хакында һәм чит телдән катнашучылар һәм киләсе кунаклар турында. Хәерле көн, исәнмесез. Бүгенге көндә мин инде Казанга килә торган актерлар турында сөйли алам һәм ниндидер программада үзенчәлекләр турында. Үзенчәлекле буларак мин уйлыйм, монда Ренат Ибрагимовның кичәсе булачак. Бу милли китапханәдә була. Чөнки без инде беләбез, безнең Ренат Ибрагимов ул җырчы гына түгел, ул актер һәм аның «Перерождение» дигән фильм һәм «Итальянский контракт» дигән фильмнары күрсәтелә быел. Һәм без инде анда милли китапханәдә фильмнардан кала әле зур музыкаль программа әзерлибез. Шуннан кала, әлбәттә, инде безнең зур гына программа этника турында, монда инде күп кенә илләр катнаша. Һәм бер-ике сүз әйтәм актерлар турында. Бүгенге көндә безнең Олеся Судзиловская, Наталья Варлей, Тимур Гарафудинов, Максим Лагашкин, Иван Колесников, Фархат Махмутов,
Александр Панкратов Черный һәм Валдис Пельш исемле актерлар үзенең Казанга килүен исбатладылар. Һәм инде чит илдән кем килә дигән сорауга җавап бирәм. Монда инде ул сорау булыр дип уйлыйм. Бу безнең Төркиядән Нуман Чакыр һәм без бүгенге көндә Иран белән сөйләшүләр алып барабыз. Безнең жюрида Ираннан бик мәгълүм булган һәм Иранда зур эш алып барган Наргиз Абияр исемле ханым режиссер, менә аның фильмында төшкән актрисалар бәлки безгә Казанга килерләр дип өметләнеп калабыз. Җитәме? Бик зур рәхмәт сезгә. Җитмәсә яңадан сорарлар. Уважаемые коллеги, давайте перейдем уже к вашим вопросам. Миләүшә Ләбиевна татарча, менә безнең Татарстан ничек тәкъдим ителгән әлеге фестивальгә шу хакта сөйләп төшәгез иде. Рәхмәт сорау өчен. Татарстаннан фильмнар һәрбер программада бар. Менә безнең инде 4 халыкара программа һәм милли конкурс. Халыкара программаларга тулы метражлы фильмнар арасында халыкара конкурста Тарлан фильмы, кыска метражлы нәфис фильмнарда Галия Бану, Рифат Миндубаевның фильмы, документаль фильмнарга Габдрахман дигән фильм керде, 50 минутлык Марсель Махмутов режиссер, һәм кыска метрлы документаль фильмнарны безнең Татарстаннан Булат Минкин Сосновый ключ дигән фильм тәкъдим ителә. Һәм милли конкурска безнең 10 фильм керде. Без 41 ел балалары, Республика 99 һәм кыска метражлы фильмнар Параллели Сергей Батаев, Посланник Зуфар Хайруллин, Одна в горах Азат Даулетшин, Настала ночь Амир Сельянов, Дядя Миша, әйткән бишчә инде Таджикстан белән төшерелгән Ахмаджон Оев, Татарский край Троицк Александр Далматов, Коридор воспоминаний Россия Вьетнам һәм Таш дигән фильм Елизавета Елисеева. Монда 3-4 фильм безнең Казан мәдәният институтында укый торган һәм тәмамлаган режиссерлардан тәкъдим ителде. Мин уйлыйм, бу бик яхшы тенденция, чөнки безнең ел сайын Казан мәдәният институтын тәмамлаган һәм анда укыган режиссерлар һәр вакыт менә бик актив катнаша менә шул милли конкурста. Рәхмәт. Да, пожалуйста. Хәерле көн, минем дә сорауым Миләүшә Ләбиевнага, Шәһәр Казан Лилия Лукманова. Билет мәсьәләләре буенча ачыклык кертсәгез иде, ничек быел да тамашачылар бушлай керә алачакмы? Аннан соң бераз жюри составына да тукталсагыз иде. Һәм өченче сорауым, менә хәзер бит инде санкциялар безнең төрле юнәлешкә дә тәэсир ясый. Һәр елны актив катнаша торган илләр быел баш тартучылар булмадымы менә шу сәяси вакыйгаларга бәйле рәвештә? Рәхмәт. Рәхмәт. Башта шул башта тартучылардан башлыйм. Бер генә фильм безгә Германия белән Төркия төшерелгән фильм отказ бирде. Һәм фильмны бирмәде, без аны алыштырырга туры килде безгә. Һәм инде бүтән фильмнарны республика үзәгендә булган программада бүтән фильмнар бушлай. Безнең шундый принципиаль позиция бар фестивальнең. Без фильмнарны фестиваль кысаларында күрсәткән фильмнарны бушлай күрсәтәбез. Шуңа күрә монда бернинди үзгәреш юк әлегә. Һәм жюри турында монда Виктория Руслановна әйтте инде, кыска гына әйтәм улайса. Жюри рәисе Владимир Хатиненко. Ул үзенең Мусульманин фильмы белән иҗади очрашуда үткәрәчәк. Аннан соң безнең Алжир вәкиле Хамид бен Амра, Казахстаннан Анара Шаганова, Гарәп илләреннән Амир Салмин Аль-Мури, бу документаль фильмнарны бик күп кенә эшли торган режиссер. Әйткәнемчә инде Ираннан Наргиз Абияр, Индиядан, Хинстаннан Хаубам Пабан Кумар, Ихсан Кабил Төркиядән һәм Мисырдан Илһам Шахин. Бик зур рәхмәт. Если есть еще вопросы, то, пожалуйста. Миләүшә Ләбиевна, Татарстаннан һәрбер номинациягә берәр фильм кертелгән, әйме бу шулай итеп куелдымы, һәрберсенә берәрне кертегез дип. Һәм милли конкурста ничәсе татарча,
Анда бер дети 41-ңа, по-моему, әйме. Һәм барлыгы Татарстаннан күпме фильм тәкъдим ителгән иде. Һәм аларның күпме теге авыр булдымы сайлысы, әллә алар киресенчә сыйфаты ягыннан алар нинди иде? Нинди Әгәр сыйфат ягыннан аларны халыкара конкурска кертмәслек булса, алар әлбәттә кермәсе янда. Демәк, монда инде Нина Александровна үзе дә әйтте, Татарстаннан ел сайын күп кенә фильмнар тәкъдим ителә һәм быел аларның сыйфатлары югары. Менә шул бер фикер инде. Һәм ничә фильм төгәл генә санамадым, 40-ка якын фильм булды Татарстаннан. Аларның инде 10-сы керде милли конкурска, 4-се керде халыкара конкурсларга, калганнары Казан премьераларында күрсәтелә. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Бизнес онлайн. Вот в этом году, после некоторого перерыва, в числе тех, кто будет решать судьбу фильмов, вошли представители Уммы. Вот Тимур Шайхуллин и Рафик Мухаммедшин. Связано ли это с прошлогодней победой казахстанского фильма «18 килогерц», который рассказывал про алматинских подростков в 90-х годах, которые употребляли наркотики и так далее. Мы все про это слышали и знаем. Вот какие картины могут быть в конкурсе мусульманского кино? Поставлен ли был такой вопрос? И есть ли подобные фильмы в этом конкурсе? И возникал ли какой-то спорный момент в определении нынешних конкурсантов с представителями Российского исламского института? Я думаю, что это вопрос к Нине Александровне по поводу контента, который подбирался, и были ли особые требования к фильмам. Я скажу только, пока Нина Александровна готовится, я скажу только о том, что это никак не связано вообще, появление Рафика Мухаммедшина и Тимура Шайхуллина. Ну, во-первых, начнем с того, что Тимур Шайхуллин у нас ежегодно принимает участие в нашем фестивале, и он всегда негласно был человеком, который отслеживал, потому что они предоставляют нам пул переводчиков, и все фильмы переводит его команда. Поэтому мы каждый фильм, который вызывал некие сомнения с точки зрения ислама, мы и в прошлом году тоже обсуждали. Что касается Рафика Мухаммедшина, у нас в этом году 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, и поэтому совершенно понятно, что у нас в жюри появился человек, который мог бы с этой точки зрения тоже отслеживать фильмы и оценивать, когда будет работать жюри. Нина Александровна, может, вы скажете о том, какие были споры при формировании конкурсной программы? И, может быть, пару слов про прошлогодний фильм, о котором так много здесь в Татарстане разговаривает. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я думаю, что прошлогодний фильм мы оставим в прошлом году, поскольку победителей не судят, и жюри подтвердило квалификацию отборочной комиссии, наградив этот фильм главным призом кинофестиваля. Да, иногда картины идут вразрез с тем пониманием, которое складываются в среде зрительской или в среде журналистской. Тем не менее, художественные достоинства этого фильма были очевидны. В этом году у нас таких провокативных фильмов в заявках не было, поэтому отборочной комиссии было немножко легче работать. И надо сказать, что появление Тимура Шайхуллина нам очень помогало, поскольку я как человек, не владеющий восточными языками, очень была благодарна всегда Тимуру Шайхуллину за помощь, и связанную с переводами картин, и с трактованием тех или иных особенностей в игровых или документальных фильмах. Я могу только сказать большое спасибо и Милюше Лябибовне, и членам отборочной комиссии за такую удивительную, слаженную и полную поддержки друг друга работу, потому что это редкий случай, когда отборочная комиссия не ссорится и не отстаивает каждый какой-то свой конкретный фильм, а все-таки со вниманием относится к точкам зрения своих коллег, и в результате такого конструктивного обсуждения рождается, я надеюсь, хорошая программа
кинофестиваля. Поэтому появление Тимура мы здесь можем только приветствовать. Это действительно была такая очень серьезная помощь нашему кинофестивалю. Но я должна поблагодарить тоже Светлану Славки, которой нет на пресс-конференции, которая работала с нами из Германии и которая тоже отличается таким тонким, изысканным вкусом, что, я надеюсь, позволило собрать очень хорошую программу для татарстанского зрителя, для тех международных гостей, которые к нам приедут. Ну, а уж жюри определит победителей, которые не всегда бывают очевидны отборочной комиссии. И решение жюри не всегда совпадает с мнением отборочной комиссии. Спасибо. Можно тогда вдогонку такой вопрос? Все-таки, что такое мусульманское кино и по каким критериям вы это определяете? Мы определяем прежде всего по страновой принадлежности, хотя мы, поскольку фестиваль открытый, то мы включаем и картины из других немусульманских стран, которые преследуют ценности, которые являются близкими для всех людей. То есть это те ценности, которые разделяют все человечество, связанные с поддержкой семейных ценностей, связанные с поддержкой ценностей духовных. То есть для нас фестиваль — это прежде всего открытая площадка для диалога культур. И не случайно девизом фестиваля является лозунг «Через диалог культур, культуре диалога». Да, пожалуйста, еще вопросы? У вас девушка. Да. Добрый день. Международное интернет-телевидение, Созидательное общество. Первый вопрос у меня, Милевша Любивовна, к вам. Фестиваль проходит уже 18-й год. Что вы можете сказать по поводу его развития? Каким он был, каким он стал, может быть, каким он планируется еще быть, каким вы его видите? Какие цели у фестиваля в целом? Ну, концептуально фестиваль свою идею, миссию он объявил еще 18 лет назад. И здесь, кстати говоря, автор нашего девиза Раиса Гарифовна, спасибо вам огромное. Через диалог культур, культуре диалога — это фраза, которую предложила Раиса Гарифовна. Это просто, я думаю, что на очень долгое время девиз этот определяет концепцию фестиваля. То есть самое главное — это чтобы на этой площадке был диалог. Вот не было такого зашоренного отношения к фестивалю, что это только мусульманское кино. И вообще понятие мусульманское кино я уже много раз объясняла, может быть, даже в продолжении того, что сказала Нина Александровна, могу сказать, что вы понимаете, нет такого понятия на самом деле мусульманское кино. Да? Почему он появился, в принципе, в Татарстане? Татарстан — это центр традиционного ислама в России. И, конечно, именно поэтому, что Татарстан является таким связующим звеном между Россией и исламским миром, Татарстан стал как раз вот той точкой географической, где собираются в том числе исламские страны. Я вот для себя определил как, что Казанский фестиваль международный фестиваль мусульманского кино — это окно в Россию для исламского мира, и для России, для Казани он также является окном на международную арену. То есть в первую очередь, конечно же, в исламский мир, но и те страны, которые участвуют в фестивале. Если вы внимательно почитаете все наши пресс-релизы, у нас не только исламские страны, там есть копродукция, где и Франция есть, и Германия, и даже на, как я сказала, на питчинг международный у нас подали такие европейские страны, как Франция, Германия. То есть это говорит о том, что очень многие уже понимают, что это площадка для диалога, для диалога культур. Что касается новинок, да? Ну, в последние, как минимум 4 года мы делаем акцент на развитие деловой площадки фестиваля. Для нас деловая площадка фестиваля — это возможность скоординировать свои действия, то есть
какую сторону дальше двигаться должен, в первую очередь, татарстанский, конечно, кинематограф, как мы дальше должны развиваться. Потому что, когда приезжают разные страны, разные регионы, мы понимаем, на какой точке мы находимся, куда нам дальше двигаться, есть ли возможность кооперации, коллаборации и так далее. Это первое. Ну и второе, конечно, любой фестиваль, на мой взгляд, это площадка для профессионального общения. Не зря же на многих фестивалях как раз присутствуют кинорынки, и есть такие профессиональные площадки, где идет обсуждение. В этом году мы, например, собираем форум киношкол. Для чего? Потому что очень много зависит от того, какая смена подрастает, кто будет дальше делать это кино, да? Даже не только в Татарстане, в России и других странах. И мы понимаем, что есть какие-то ключевые проблемы в области образования, именно кинообразования. И мы нащупали в этом году такую проблему, которая всем российским кинематографистам знакома, особенно региональному кинематографу. Это практически отсутствие среднего звена. То есть мы готовим режиссеров в стране, мы готовим сценаристов, мы готовим там продюсеров, сейчас практически везде есть. Но у нас нет таких специальностей подготовки, я имею в виду как художник-постановщик, гример для кино, художник по костюмам. И вы не представляете, в этом году 2 параллельно фильма снимали летом, вот когда мы начали снимать фильм «823 километр», параллельно начал снимать свой фильм «Батулла». И представляете, мы не можем найти специалистов. У нас нет ни хлопушек, ни художника по костюмам. Ну, не хватает, понимаете, не хватает специалистов. И это не только у нас. Это в Якутии, в Башкортостане, в Алтае, где мы были, вот там, например, бурятские кинематографисты. Они все говорят, ну, в один голос, что не хватает в России именно таких специалистов. И их не готовят, к сожалению, нигде. И кто быстрее всего реагирует на потребности рынка? Это мелкие частные киношколы. Мы их собираем в Казани. Кроме ВГИКа и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения у нас приезжают разные школы из Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, из Москвы, Уфы, Самары, Архангельска, и даже Азербайджан решил принять участие в этом форуме киношкол, который будет посвящен подготовке среднего звена. То есть, на ваш вопрос, акценты — это развитие деловой профессиональной площадки на фестивале. Спасибо. И следующий вопрос к Нине Александровне. Скажите, пожалуйста, вот вы уже упомянули, что было просмотрено очень много кинолент в процессе отбора многих жанров, разных режиссеров. Есть ли что-то между ними общее? Какой единый лейтмотив проходит у всего кинофестиваля? Вы знаете, но здесь я бы не называла единый лейтмотив, потому что, конечно, задача фестиваля не выявить и не подобрать однотипные картины, а задача фестиваля скорее показать разнообразие этих лейтмотивов, которые волнуют режиссеров как игровых картин, так и документальных картин. И, конечно, это этнические и религиозные ценности, конечно, это семейные ценности, конечно, это ценности, связанные с желанием мира и добрососедства. Вот этим мы руководствовались прежде всего. Конечно, категорически мы не принимали те картины и отклоняли их, в которых насаждается идеология войны или рассказывается подробно о войне. В частности, вот у нас был спор с нашим коллегом Шайхуллиным. Не спор, а так скорее обсуждение по поводу одной картины из Молдавии про афганскую девочку, которая была уничтожена талибами. И в этом смысле мы как раз встали на единую позицию о том, что эту картину нельзя показывать, потому что картина открывается сценами, где талибы расстреливают и уничтожают мирных жителей. Конечно, вот такого рода косвенные вещи, которые могут служить как бы вот стимулом
военным действиям, мы старались из программы кинофестиваля убирать и старались их не показывать. Поэтому для нас, конечно, площадка Казанского кинофестиваля — это прежде всего площадка диалога и площадка для презентации вот тех самых ценностей общечеловеческих, которые разделяют все народы мира и которые направлены прежде всего на созидание и на такое мирное существование. Поэтому мы руководствовались вот этими принципами при отборе картин и старались этих принципов очень тщательно придерживаться. Спасибо большое. Етан сұраулар бар. Миләүшә Ләйевна, сұрауым сізге еді. Менә Татарстан белән Мисыр, Төркия, Һиндстан, Казакстан, Әзербайҗан кино төшерергә тели дип әйттегез. Менә кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырлыйсыз дибез бит инде. Бүген Татарстан шушы илләр белән кино төшерә калса, без нинди киноматериал тәкъдим итә алабыз? Һәм менә белүебезчә, Казакстан белән без кино төшердек бит инде. Анда да алмашуар дип башланган иде, аның идеясе буга инде, һәм ул менә Тарлан дип безнеңчә түгел, казак аты исеме белән атала. Менә мондый очракта тигезлек ике ил бергә төшергән вакытта, ике республика дип әйтик, ничегрәк саклана? Гомумән алганда, халыкара проектларда әлбәттә ике якның да фикерен тыңларга кирәк. Һәм ул бик мөһим процесс, һәм ул бик катлаулы процесс. Ике як катнашканда, әлбәттә, һәрбер як үзенең арбасын үзенә итмешли тарта инде, әйме? Ләкин мин монда хәзер бәхәсләшмим. Тарлан ул атның исеме генә, гомумән алганда, нигездә анда алмашуар әсәре, һәм анда әлбәттә бернинди ниндидер шикләнү булырга мөмкин түгел. Бу Галимҗан Ибраһимовның әсәре. Бүгенге көндә без Үзбәкстан һәм Иран белән сөйләшәбез. Бәлки ул безнең питчингта булыр. Бу проект Шиһабеддин Мәрҗани турында. Үзбәкстан ни өчен? Чөнки ул анда укыган. Иран белән анда да берникадәр элемтәләр булган. Шуңа күрә бәлки менә шундый проект барлыкка килер. Алла бирсә инде, иншалла. Инде калган проектлар, әлбәттә, без Төркия белән сөйләшүләрне әле дә алып барабыз. Бу мухаҗирләр, ул бүгенге көндә балалар мәктәпләрендә генә ниндидер мәктәптә күрсәтә торган бер материал, ул шундый учебный фильм дип әйтик инде, Шиһабеддин Мәрҗани турында, мухаҗирләр турында, Мәхмүд Галәү турында. Инде Төркиянең аларның фикерләре бу тулы метрлы нәфис фильм булырга тиеш дигән. Бәлки аларда тәкъдим итерләр. Заявкаларда менә бу ике фильм бар. Миләүшә Ләйевна, аннан соң менә Әмирхан Едике әсәре буенча төшерәсез кебек инде. Нишләп ул фәләненче километр дип аталган? Нишләп исем икенче төрле? Чөнки анда 3 тарих, 3 новелла нигездә, һәм 3 тарих ул бер станциядә берләштерелгән. Менә шул станциядә бүтән вакыйгалар бара. Шуңа күрә икенче мәгънәсе бар әле менә нәкъ менә шул 823 километрда Әмирхан Едикенең өйдә булган. Шуңа күрә без аны берләштердек. Етан сұраулар. Минем сұрауға қадар киношкола темасына сезге кеңеш итеп әйтиммесең, менә сез художник-постановщиклар юк дисез. Безнең Фишин училищесында театральный художниклар укыялар, икенче курсны бетерде. Менә бу сезнең Татарстанда фильм төшергәндә, аларны сез бит инде ярдәмгә булса да чакыра идегез, хотя бы өйрәнеп, шунда аяк астында йөреп, нәрсә булса өйрәнгән булырлар иде. Юк дип утыру әйбәт, эзләргә кирәк. Бездә бик күп рәсем ясаучы, бәлки алар кино белән кызыксынырлар. Андый балалар бездә бик күп. Сұрауым, питчингта чит илләрдән дә катнашалар, аларга нәрсәгә кызыгалар, аларга нәрсә биреләчәк, нинди акча. Былтыргы питчингта җиңүче фильмнарның язмышы ничек, шул турыда. Һәм Микулай буенча, аңлавымча, август айында Микулай Мәскәүдә күрсәтеләчәк. Безнең фестивальдә ул Микулай үзе күрсәтеләме, әллә без була гына каламы ул Микулай турында очрашуда?
Миколай турында менимче мында Илшат Рахимбайга суроо берүүгө керек. Лекин менин билүүмчө башта фестивальда көрсөтөлөр Мәскәүдә, андан соң инде кайдыр икенче фестивальләрдән. Катгый рәвештә анда шундый бер таләп бар. Башта премьера буларак, моны бу премьера турында әлбәттә Нина Александровна да сөйли ала. Нина Александровна, здесь вопрос по Миколаю, который включен в программу российские премьеры Московского фестиваля. О том, может ли после этого показа фильм быть показан на Казанском фестивале. Добрый день. Еще раз, конечно. Вот. Дело в том, что Московский кинофестиваль относится к так называемому кинофестивалю класса А, и это, как правило, мировые и международные премьеры для тех картин, которые не произведены в Российской Федерации. Для российских картин участие на Московском кинофестивале предполагает только мировую премьеру, то есть картина показывается первый раз вообще для публики. И потом, как и любая другая картина, которая показана на Московском кинофестивале, она может начинать свой звездный путь по другим кинофестивалям. И, конечно, Казанский кинофестиваль мусульманского кино может эту картину показывать либо в этом году, либо на следующий год в одной из конкурсных программ, поскольку Казанский кинофестиваль не имеет в своем положении обязательное правило, касающееся премьерности картин. Поэтому здесь, на мой взгляд, Татарстану и татарстанскому кинематографу выпала большая честь представлять регион на таком крупном смотре, как Московский международный кинофестиваль. И работая на Московском международном кинофестивале, я могу сказать, что вот этот новый конкурс национальных картин, русские премьеры, возник на кинофестивале в связи с тем, что непонятна судьба крупнейшего кинофестиваля «Кинотавр» российского, где представлялись как раз российские премьеры и новые российские картины. И, конечно, включение в конкурсную программу картины из Татарстана делает честь татарстанскому кинематографу. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Менә мәсәлән, мин сезгә мисал итеп әйтәм, әгәр ике ил катнаша икән фильмны төшергәндә, Татарстанда төшерә торган мизгелләрне, сәхнәләрне аны Татарстан ала үз ягына. Инде мәсәлән, Сөмбел фильмы шулай төшерелде. Монда төшергәндә без түләдек, Үзбәкстанда үзбәкләр түләде. Шундый ук хәл менә быел, мәсәлән, 2 көнлек миңа Казакъстаннан чыктылар. Анда менә шундый идея бар, белмим әле ул питчингта җиңәрме юкмы, анда хәзер нык конкурс булачак, минем уйлавымча. Ләкин аларның шундый бер Фатима дигән хатын-кыз бар, бу тарихта индеме, һәм ул 3-4 казах илдәге бик зур кешеләр белән таныш булган бу Фатима. Һәм менә шундый фильмны алар безгә тәкъдим итәләр. Менә шул кичкенә генә бер сәхнә Казанда бар, сценарий буенча шуны сез төшерәсез, калганын без үзебез төшерәбез дип. Менә шундый копродукция, шундый бергәләшеп эшләгән вакытта без аңлыйбыз, ни өчен без анда катнашабыз. Чөнки Татарстанда төшерелгәндә, әлбәттә, инде без монда Татарстанны күрсәтәбез, Казанны һәм безнең ниндидер теге милли әйберләрдән безнең менталитет кирип китә. Калганнары, әлбәттә, бик күп кенә питчинглар бар дөньяда. Гомумән, һәрбер фестивальнең үзенең питчингы бар. Һәм анда кемдер, мәсәлән, идеяны охшатса, ул инде ярдәм итә ала. Анда нәкъ менә питчингта иң беренче нинди яңа проектлар тәкъдим ителә һәм кемгә, кем нинди проект ошый, алар инде аерым да сөйләшә алалар. Җиңмәсә дә бу проект. Менә шундый конкурс, питчинг конкурсы менә шулай үтә ул. Белмим, инде сорауга җавап бирдемме, юкмы? Былтыргы питчингта безнең Александр Ширманов җиңде. Может, на русском даже сказать еще, да? На прошлом питчинге у нас выиграл питчинг Александр Ширманов, который предложил картину об известном фотохудожнике Александре Родченко. Этот проект не только выиграл
приз питчинга, но и был поддержан московской компанией «Хорошо Продакшн». Это компания, которая занимается не только производством, но и продвижением фильмов. И этот фильм сейчас находится в стадии съемок. Я думаю, что мы на следующий год увидим эту картину и на нашем фестивале мусульманского кино в том числе. Хамтаган бір сұрау келді. Бұл онлайн режимде коллегалардан татар тілінде де ғұмымен неше ilk атнаша, неше фильм тәқдим етілді деген сұрауға татаршада жауап берсеңіз еді. 660 қазір бір секунд. 625 фильм, 44 ил. Олардың нешесі көрсетілешек демек программада? 100-ден артық. Ғұмымен алғанда конкурс һәм конкурстан тыш фильмлар. Рахмат. И, насколько я понимаю, есть еще вопрос. Да, такой вопрос. После завершения фестиваля будет ли возможность посмотреть фильмы, в частности, татарстанские, в кинотеатрах? Спасибо за вопрос. У нас есть акция «Эхо» фестиваля мусульманского кино, и мы показываем не только татарстанские картины, но и делаем подборку из лучших фильмов, присланных на фестиваль. Естественно, татарстанские картины все будут показаны. Как только откроется кинотеатр «Мир», мы там сделаем сразу же показы фильмов национального конкурса и фильмов, которые попали в конкурс международный. А дальше уже будет до конца года акция «Эхо» фестиваля мусульманского кино по всей республике. И вопрос вот Юлии Эльдаровне. Вот какой бюджет фестиваля и когда будет заключен договор с компанией, которая выиграла тендер на открытие? Виктория Руслановна, это у нас. Да, извиняюсь. Да, добрый день еще раз. По поводу бюджета фестиваля. Бюджет фестиваля уже несколько лет, как минимум 3 года, он не изменен. На сегодняшний день все торги уже были объявлены, и все договора заключены с компаниями. Это все находится в открытом доступе. То есть на официальном сайте госзакупок вы можете посмотреть все бюджеты, все, что прошло, все тендеры и кто этот тендер выиграл. Там вся информация есть в открытом доступе. Я знаю, кто выиграл тендер на открытие и закрытие фестиваля, но там еще Да, не все договор еще. не заключен. Да, не все еще. Вот в ближайшее время будет заключено, и вся информация будет. И еще есть вопрос татарного форума. Добрый день, уважаемый спикер Алия Шхудинова, Татарный форум. Миляша Алябимовна, вы еще там 2-3 года назад отмечали, что, ну и не только вы, и другие деятели в области кино, отмечали, что невозможность выхода регионального фильма вообще в широкий прокат российский. Вот в связи с уходом Голливуда нынче с российского проката, есть ли интерес, наблюдаете ли вы интерес дистрибьюторов российских на региональные фильмы? И это, может быть, как-то отразится и на нашем фестивале в том числе. И есть ли надежда, что татарстанский кинематограф выйдет в широкий прокат? И если Александр не тоже будет что добавить, будет замечательно. Спасибо. Инна Александровна, готовьтесь, я скажу. Спасибо за вопрос. Да, вот именно эту тему, идею мы отрабатываем на Казанском региональном кинорынке, который в этот год пройдет уже 2-й раз. И в этом году мы сделали акцент не только на региональных дистрибьюторах и региональных кинопроизводителях, то есть с Российской Федерацией, но и предлагаем тем, кто является у нас покупателями, предлагаем продукт международный. Например, свою подборку представит иранский кинематограф, турецкий, азербайджанский, казахстанский, узбекский и египетские. То есть мы хотим показать, какие фильмы снимают эти страны дистрибьюторам, которые работают в России. Конечно, там будут и на сегодняшний день подтверждение дали и директор российского кинорынка Екатерина Бардачева, которая делает подборку на московский кинорынок, Санкт-Петербургский, тоже кинорынок «Экспо» называется, они тоже приезжают именно посмотреть, что предлагают на нашем Казанском региональном кинорынке. И, конечно же, много компаний, которые создают кино в России. И я думаю, что в этом году появится интерес именно к региональному кинематографу и кинематографу, созданному в копродукции между Россией и другими странами, которые можно брать в прокат. Как там сложится ситуация с прокатом, это пока трудно предугадать, но то, что есть такая тенденция и
Если уж Московский кинофестиваль сделал отдельную программу с региональными премьерами, это значит, что эта тенденция есть, и крупные прокатчики ищут контент, который можно будет включать в репертуарный план кинотеатров. Они действительно испытывают очень большой недостаток фильмов. Нина Александровна, что-то добавите? Да, я бы добавила уже здесь не только как председатель отборочной комиссии Казанского фестиваля, но скорее как исследователь. Конечно, то, что сейчас делают фестивали для продвижения регионального кино, очень много значит, поскольку российский зритель в целом не привык к региональным картинам, если мы будем как бы брать российского зрителя в его такой большой и основной массе, хотя мы знаем, что для региональной продукции существует межрегиональный прокат, и в этом смысле Татарстан, Башкортостан, Якутия, они обмениваются картинами для своего зрителя, и в этих республиках всегда есть большое внимание и интерес к региональному кинематографу, что нельзя сказать о столичных городах, но тем не менее как раз фестивали и выполняют ту миссию и функцию, которая призвана представить на смотрах лучшие достижения своих кинематографистов и донести их до широкой публики. Я очень надеюсь, что через некоторое время, 1, 2, 3 года, российский прокат насытиться в том числе и качественной региональной продукцией. И мы не будем забывать о платформах, об интернет-платформах, которые уже охотно берут региональную продукцию для своих зрителей, поскольку здесь как бы двойной кризис у нас, и кризис, связанный с уходом крупных голливудских компаний и европейских крупных дистрибьюторов с российского рынка, хотя не все ушли, и мы все-таки можем наблюдать в прокате и голливудские картины, и европейские картины, и фестивальные хиты. И, с другой стороны, это вот новая такая ветвь развития информационно-коммуникационных технологий и создания интернет-платформ. Поэтому здесь приходится работать с двумя сразу направлениями, и фестивали, на мой взгляд, и те события деловых площадок, которые проходят в рамках фестиваля, имеют принципиально ключевое значение для изменения сложившейся ситуации. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. На этом, видимо, Раиса Гарифовна. Да. Я больше, наверное, в качестве дополнения хотела бы сказать, что я не могу сказать побочным, наверное, прямым эффектом последствий вот, колоссальной работы на фестивале являются дни кино татарстанского в регионах России. Это, в этом году это было что-то совершенно необычное, активность, я бы сказала. И я знаю, на съезде я встречалась вот с делегатами съезда Конгресса татар. Большое количество просто признательности и благодарности, Милюша Алибибовна, вашей работе вашей команды, потому что затрудняюсь даже сказать, какого количества, так сказать, вот таких дней было проведено в текущем году и в предыдущем тоже. Я думаю, что это в какой-то степени эффект от кинофестиваля в том числе. Спасибо. Спасибо вам большое. Можно мне задать вопрос? Вы в Да, эту конечно. сторону совершенно не смотрите. Я включила уже очень давно. Да, конечно. У меня вопрос к Нине Александровне. В последнее время мне доводилось слышать очень много лестных слов о якутском кинематографе. И я ожидала, что нечто такое я увижу в программе нашего фестиваля. Хотелось бы узнать, с чем это связано. Это не формат, они не заявлялись, или их фильмы были, но не оценены таким образом, чтобы быть включенными. Ну и заодно более общий вопрос, он меня давно уже интересует на фестивале. Вы
это уже, наверное, Милюша Лябибовна скажет, вы ждете, когда придут заявки, или все-таки проводите какую-то работу по поиску будущих участников фестиваля? Спасибо. Спасибо большое. Давайте мы начнем с конца, то есть с технологических особенностей работы фестивальных кураторов. Конечно, мы работаем с заявками, и Казанский фестиваль мусульманского кино всегда имеет большой пул заявок, и вот все отборщики смотрят те 624 картины, которые были озвучены на, соответственно, пресс-конференции, и выбирают и из них тоже. Но прежде чем начинать работу на фестивале, имея в виду, что у нас будет проходить фестиваль, Казанский фестиваль мусульманского кино, я, например, аккредитовываюсь на европейский кинорынок, который проходит в дни Берлинале, и как привязанная сижу и смотрю все картины, которые наиболее тематически могут быть близкими и созвучными Казанскому кинофестивалю мусульманского кино. И все 10 дней кинорынка с раннего утра и до поздней ночи я смотрю картины. И надо сказать, вот некоторые из них попадают на фестиваль. В прошлом году их было больше, потому что Россия активнее сотрудничала с европейскими дистрибьюторами, потому что те картины, которые попадают на крупные международные кинофестивали и кинорынки из стран, в том числе так называемых мусульманских стран, они, как правило, закупаются крупными дистрибьюторами, и обычно это европейские дистрибьюторы. И дальше начинается такой вот разговор с правообладателем по поводу предоставления картины. В прошлом году таких картин было больше, в этом году таких картин меньше, но все-таки что-то нам удалось найти и привести на, соответственно, Казанский кинофестиваль. Что касается якутского кинематографа, у якутского кинематографа сейчас такой период звездности и славы, и якутский кинематограф востребован на крупных международных кинофестивалей, хотя сейчас вот этой востребованности на европейских кинофестивалях в силу определенных политических обстоятельств значительно уменьшилась. Тем не менее, вот то, что приходило по заявкам на Казанский фестиваль мусульманского кино, к сожалению, это были не самые лучшие картины якутские, и в этом смысле, конечно, мы бы с удовольствием включили бы хорошую якутскую картину в основной конкурс, и она вполне могла бы представлять Россию в основном конкурсе. Но в этом году мы сделали выбор в пользу дагестанской картины, поскольку она отвечает и ценностным установкам кинофестиваля. Я имею в виду картину Александра Галибина, которая снята на дагестанском материале. И качественно она оказывается выше тех присланных картин, которые поступили от Якутии. Единственную картину, которую мы включили из Якутии, это картина Джулур Масреслинг, и она вошла в программу «Тюркский мир», поскольку это тюркоязычная картина тоже. Ну и здесь, конечно, якутские кинематографисты сами не проявляют очень большой активности, поскольку у них такой звездный период славы, и они, конечно, мечтают о таких крупных кинофестивалях, как Берлин, Венеция, Канны и другие кинофестивали, но, к сожалению, сейчас сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкивается большинство российских кинематографистов, и, увы, не находят отклика среди крупных международных кинофестивалей. Я думаю, что в какой-то момент ситуация нормализуется, и все-таки якутские кинематографисты будут ориентироваться не только на зарубежные смотры, но и на наш смотр тоже, и качество представляемых картин в Татарстан будет несколько выше и интереснее. Спасибо. Виктор Русановна, ул хәзер бюджетны әйтмәде инде, үзебез эзләп табасы була, Миләүшә Ләбибовна, сорау сезгә.
Bütün tilegenden ütelerge mine bu büdjet sizge jittimi? Hem Россия grant üstel deyimi kütmegende divanlıyım indi. Ol nindi tileklerini turmuşka aşırıga dağı mümkünlük berdi sizge? Festivalini uyuşturu boyunca. Россия granты da attığız dip bilemeyimi? Ol bütünde kütülmegen grant soňgy momenttagına kilip çykkan äýbermi? Hem ol üstemen nindi tileklerini turmuşka aşırıga mümkünlük berdi festival uyuşturu boyunca. Скажу на русском языке, потому что это важная информация. Мы в этом году, помимо республиканского бюджета, выиграли грант Министерства культуры Российской Федерации на проведение фестиваля в сумме 2 миллиона рублей. Мы заявляли это на проведение деловой площадки фестиваля. И поэтому деловая площадка в этом году в основном будет и приглашать гостей, и размещать гостей за счет гранта Российской Федерации. Все остальные средства, которые из республиканского бюджета, будут направлены на остальные цели. Большое спасибо. На этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Желаем организаторам удачи и увидимся непосредственно на самом кинофестивале. Бекзур рахмет. Спасибо. Инна Александровна, спасибо вам огромное. До встречи. Бекзур рахмет, спасибо.